Слово предоставляется представителям Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте Кыргызской республики. А в какой последовательности? Мелис Казакбаевич, да? Мураталиев, пожалуйста, пройдите к трибуне. Уважаемые судьи, хочу обратить внимание на то, что государственный язык, чуть громче. Государственный язык это все-таки все-таки главный неотъемлемый инструмент жизнедеятельности государства. И он одинаковым ко всем гражданам, вне зависимости от этнического происхождения и так далее, на мой взгляд, на наш взгляд. И, как утверждает Расулджан Тахирджанович, что идет какая-то дискриминация по отношению к адвокатам, я считаю, это неверно. Почему? Потому что, во-первых, адвокатская деятельность – это такая свободная деятельность, как он сам это пометил, да, и его никто не принуждал, не вынуждал, чтобы он занимался этой деятельностью, он сам выбирает. Но деятельность адвоката, она тесно связана с судопроизводством, а судопроизводство – это деятельность госорганов. А госорганы обязаны вести все свои государственные, обязаны знать госязык и вести, соответственно, тоже на госязыке. Есть какие-то моменты, когда есть нужда вести дело производства на официальном, это другой момент. Но знание госязыка это обязывает всех госслужащих. И так как адвокатская деятельность, она напрямую связана с судопроизводством, которым занимаются госорганы, значит, здесь есть прямая связь требования знания госязыка. Мы так считаем. И вот даже адвокатская деятельность, она сама вообще ведет свою деятельность, вообще она существует согласно законам, опять-таки, нашей республики. Их положение, все утверждается законом. Значит, уважение закона – это необходимо, неотъемлемая часть. Все должны подчиняться законам. И раз уж государственный язык является самым главным инструментом жизнедеятельности государства, то он просто, как воздух и вода, необходим в судопроизводстве. И адвокаты, мы считаем, что они должны знать госязык. И так как вот до этого еще вот судья тоже задала хороший вопрос, что приоритет все-таки обращающей стороны, либо адвокатов, то надо учесть еще внимание, что адвокаты это все-таки представительский, я не знаю, как это, функция представителя будет в данном случае в судопроизводстве. Не они же сами обращаются к суду, они выступают как представители, защищают интерес. Поэтому, раз уж они представители, то они входят в процесс государственный, судопроизводственный процесс. Да? И здесь знание госязыка, мы считаем, просто необходимо. А в исключительном случае там пользоваться официальным языком не запрещается ни законом, ни тем. Но знание государственного языка это необходимо. И в этом случае вот то, что господин Исакджанов говорит, что это дискриминация и незаконно, да, мы считаем, что, допустим, вот то, что неуважение, вот сами работают по закону, а и сами же отторгают это, вот мы не обязаны знать госязык, мне кажется, это неуважение закона с его стороны. И, не знаю, у меня даже вот просто элементарно вот его ходатайство. Воздержитесь, пожалуйста, от оценочных таких высказываний. Хорошо? Хорошо. Я просто не юрист, поэтому я не знаю, как говорить на юридическом специфическом языке, во-первых. Во-вторых, вот когда вопрос идет дискриминации... Нет, я имею в виду оценочные по поводу личностного характера. Хорошо. И второй момент. Вот вопрос дискриминации. Да, человек не знает госязыка, если он обращается, в данном случае, Исакджанов сказал, даже он знает, но не на соответствующем уровне. Поэтому мы сегодня ведем этот процесс на официальном языке. Но я сейчас только, и все вы, я думаю, все были свидетелем того, что сторона-ответчик с трудом выговаривал свои представления, знания, да, на официальном языке. А это тоже дискриминация, я считаю. А у нас по Конституции не обязывает госслужащих владеть официальным языком. Не обязывает. Обязывает государственным языком. Если человек затрудняется, да, он знает, он понимает, но если он затрудняется в говоре, выговаривать элементарно какие-то свое мнение профессионально, это тоже дискриминация.
Вот я, допустим, я здесь слышал, как третья сторона, вот честно сказать, я больше половины из той речи я внятно не понял. Из-за того, что он выражал свое мнение не на том языке, которого его обязывает закон, а на официальном. Поэтому мы ему предложили услуги переводчика. Нет, дело Он не в переводчике. отказался. Дело не в переводчике. Переводчик для того, чтобы понять, рассудить. Мгм. А он же сам выговаривает, понимаете? И вот в этом случае я как раз-таки здесь наблюдаю эту картину. То в одном случае мы удовлетворяем читателя, а в другом случае почему-то мы это как бы не берем во внимание. Ну, это мое мнение лично. И поэтому Госкомиссия Национальная комиссия по госязыку считаем, что ходатайство Исахджанова, оно как бы, не соответствует тому. И вот еще один момент, просто элементарно. Уважение закона. Вот даже в самом ходатайстве, да, гражданина Исахджанова, у него тут написано, вот, сторона ответчик. Джогорку Кеңеш Кыргызской Республики. Даже письменный государственный, официальный язык, даже здесь идет нарушение. Почему Джогорку Кеңеш пишется с маленькой буквы? Это тоже неуважение. Это госорган, это высший орган, законодательный орган. Даже такие маленькие элементы, но это тоже говорит о том, что отношения, неуважительное отношение, допустим, государственной Я вас спросил, власти и так Мелис далее. Казакбаевич, да? Это то, что вы говорите, это относится к оценке личностных характеристик заявителя. Я поэтому вас просил воздержаться от этого, да? Оценивая, вы можете говорить, что это ошибочно, что это неправильно, но говорить об отношении заявителя к таким важным, да, важным аспектам не следует. Я вас попросил бы. Хорошо? Все У вас на всё, этом. да? Да. Ага.